Мэрия Уфы опубликовала график городских субботников. Өфе мэрияһы ҡалала була торған шәмбе өмәләренең графигын баҫтырған. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. В студии сегодня Денис Ганиев. Руслан Валиев и за пультом звукорежиссера Александр Егошин. Доброе утро. +7 927 304 1051. Это номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram. При этом не забывайте подписываться, активно участвуйте в нашем эфире. Тем более сегодня у нас много разных тем, лишь бы все успеть. Мы почитаем прессу, мы поговорим о мероприятиях, которые проводит в Уфе Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы послушаем фрагмент с одной из таких встреч членов СПЧ с, в данном случае, врачами в Сивае. Вот. Мы послушаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, поголосуем, а во второй части программы у нас будет гость. Мы поговорим с историком Рамилем Рахимовым на тему столетия республики и вообще на тему истории, о том, как вообще этот предмет, скажем, да, как эта наука на сегодняшний день изучается, насколько она востребована. Поэтому еще раз призываю вас принимать активное участие в нашей программе, и начнем мы читать прессу. Ну и начнем с интересных новостей, Руслан. С интересных, да, безусловно. Вообще, эта неделя обещает стать богатой на различные новости, поскольку в Уфе большая делегация Совета по правам человека при президенте России. Не весь совет приехал, понятно, да, но больше 10 человек у нас здесь находятся. Вчера прошла большая встреча председателя Совета Михаила Федотова и других членов с активистами республики, с представителями Общественной палаты и вообще журналистами, да. Большая встреча была в Конгресс-холле, длилась там около 5 часов. Много разного было, в том числе, члены Совета послушали выступление Лилии Чанышевой, да, активиста штаба, точнее, координатора штаба Навального, которая пожаловалась на то, что в Башкирии митинги не одобряются, да, более 800 заявок штабом было подано в прошлом году, и ни одна заявка не получила подтверждения. Членов Совета это, мягко говоря, удивило. Они предложили подготовить некий сводный доклад, обозначить те организации, которые, по мнению активистов штаба, опережают их заявками, а я напомню, что эта история как бывает. Они приходят к 9 утра подавать заявку, вроде в очереди никого нет, а потом выясняется, что их кто-то опередил. Чуть-чуть пораньше. Так вот, кто вот эти кто-то, штабу, точнее, Совету по правам человека интересно стало, и они просят эти данные предоставить. Также гости нашей столицы высказались по поводу инициативы Романа Деева, министра МВД, который предложил штрафовать граждан за ложные доносы на сотрудников полиции, за неправомерное обвинение сотрудников полиции, да, по, правда, административной статье, но все же, да, их это удивило, они назвали это глупостью. Могу сказать, что программа СПЧ в Уфе и в Башкирии, она очень насыщенная. Сегодня начинаются там, я не знаю, разъезды в разных местах, люди будут, в Стерлитамаке, в Сибае есть группа, в Бирске, вопросы выборов, вопросы здравоохранения, правоохранительная система, СИЗО, тюрьмы будут посещаться. И это даже не полный список, насколько я понимаю, тех мероприятий, которые пройдут. Я надеюсь, что мы, опять же, и в студии в нашей увидим кого-то из членов СПЧ и поговорим на эту тему. Но это будет уже в течение недели. Сейчас хотелось бы вот какой эпизод обсудить. Член Совета по правам человека Наталья Евдокимова побывала на встрече с медиками Салаватского роддома. Прошу прощения, я сказал Сибай, да? Нет, Салавате. Какая зарплата у врачей, она поинтересовалась. Когда директор роддома Альбина Фатыхова стала отчитываться о цифрах, медики зааплодировали. Этот материал есть на портале про Уфу, а сейчас мы вам предлагаем аудиофрагмент с этой встречи. У врачей в роддоме 62 200, средняя у неонатологов 66,5, у акушерок 35,4, у детских медицинских сестер 29,5, у младших медперсонала 21,3. Комментарий излишний, мне кажется, все понятно. С материалом можете ознакомиться, видеофрагмент можете посмотреть, но это вот традиционный
традиционно, не знаю, что это, глупость, обман, накрутка. Что это такое, когда вот речь идет о средней зарплате, это всегда вызывает вот такую реакцию? Конечно. Ну, вот самое это здесь прискорбное, что средняя зарплата наверняка посчитана с точки зрения математики верно. То есть она действительно средняя, но при этом 99% работников, конечно же, не видят этих денег, да. И, соответственно, реакция отсюда Так, очень очевидна. Зачем вообще озвучивать эти цифры, зная, что будет вот такая реакция? Ну, надо, да, то есть командовали сверху озвучивать. Ну, кстати говоря, подобные реакции и вообще дискуссия имела место быть вчера, в том числе на встрече в Уфе, в Конгресс-холле. Ну, скажем, местами эмоции разгорались, прямо сказать, нешуточные. Кстати говоря, прямая трансляция этого мероприятия, правда, не вся, такими несколькими отрезками у нас есть на странице в Фейсбуке «Эхо Москвы» в Уфе. Я там присутствовал и вел эту трансляцию. Кому интересно, можете посмотреть. Там довольно-таки Ну, чтобы вы интересно. понимали, о математике Руслан сказал вот о чем. Если у вас зарплата 100 тысяч рублей, у меня зарплата 5 тысяч рублей, средняя у нас 50 тысяч рублей. Да, именно об этом Да. речь. Но у Форум есть время еще, да? Слушай, давай к этой теме чуть позже. Хорошо. Пока хотелось бы вот какой момент осветить. Дело в том, что политолог Дмитрий Михаличенко, наш постоянный гость и эксперт, получается, в воскресенье на своей странице в Фейсбуке опубликовал свои размышления и привел цифры на тему возможных рейтингов и уровня поддержки Радия Хабирова населением нашей республики. Да? При этом он отметил, что, в общем, это его измышления некие, это не официальная информация, и попросил средства массовой информации не публиковать этот материал, не пользоваться этими цифрами, не ссылаться на него. Однако, как говорится, что-то пошло не так. Вот на Башинформе вышел следом материал на эту тему, и мы сейчас позвоним Дмитрию Михаличенко для того, чтобы он эту ситуацию прокомментировал и высказал, вообще объяснил, что происходит, и в итоге какие-то, не знаю, итоги подвел. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. В студии Денис Ганиев, Руслан Валиев. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, о какой истории идет речь? В чем был смысл вашей публикации и почему вот в итоге вы, ну, скажем, недовольны тем, что средства массовой информации, в частности, Башинформ, подхватили эту тему? Ну, смотрите, я часто даю комментарии в СМИ, но свое мнение тоже нужно уметь подтверждать и, соответственно, аргументировать соответствующим образом. Но я также публикую посты, которые предназначены там только для части моей аудитории, то есть конкретно для друзей в Фейсбуке, и они доступны для комментариев. Так делается по разным причинам. В данном случае я хотел обсудить со своими коллегами информацию, которую я получил о рейтинге Хабирова с логических замерах, которых у меня нету в настоящий момент, но информация кое-какая есть. Соответственно, ко мне на следующий день после публикации этого поста, который наделал достаточно много шума, в общем-то, в Фейсбуке, обратился Артем Валеев, попросил комментарий. Я ему сказал, что для Башинформа я не комментирую, я ему уже объяснял эту позицию, то есть они не дают возможность публиковать нормальную аналитику. Допустим, уже были случаи, когда мой цельный комментарий по Хабирову, они брали только комплементарную часть и выбрасывали всю критическую. Меня таким образом ситуация не устраивает. Соответственно, я ему прямо сказал, без комментариев, текст не предназначен для публикации. Тем не менее, он все равно опубликовал. Кстати, то же самое я и вам сказал, когда вы обращались. И, в общем-то, нормальные люди всегда понимают, что нужно для публикации, а что нет, и уважают право автора. В данном случае все было проигнорировано, и, в общем-то, получилась такая публикация, по итогам которой я хотел бы прокомментировать несколько вещей. Вот. Там, в частности, указано, что рейтинг Хабирова там превышает 70%, но социологии этой нет, и сказано это достаточно, так вот, скажем так, странно. Рейтинг сильно выше за 70, не говорится о дате проведения опроса, ни о типе выборки, ни о погрешностях, которые могут быть. Вот, все это там не указано. И, соответственно, просто задача, похоже, перебить вот эту тему, информацию о том, что рейтинг Хабирова там в районе 55%, которую, опять же, у меня не проверенная информация, поэтому я в СМИ, собственно, и не хотел озвучивать. Вот. И также там, как же в этой публикации указано на то, что там я был провластный политолог, там давал согласованный комментарий. Артем Валеев прекрасно знает, что моя роль в хамитовской конфигурации власти была гораздо выше. Она заключалась в том, что я готовил аналитику и занимался пиаром, но именно на основе аналитики. А комментарии СМИ никогда не отражали стремление формировать общественное мнение. Я дорожил своим образом, я понимал, что так или иначе власть меняется. В данном случае работа аналитическая, политконсалтинг, который я оказываю сейчас в других регионах, это, безусловно, было.
А вот эти вот согласованные комментарии, так как я критиковал Хамитова там на «Эхо Москвы», в общем-то, и за кадровую политику, и за Филиппова, и за другие вещи, все это понимают, что, в общем-то, это неправда. Тем не менее, вот эта публикация вышла, и я вижу здесь одно важное последствие. В общем-то, опубликован рейтинг главы в Рио, главы республики, и согласно нему, там на ВСОМ ссылка опосредованная через социомаркет. Согласно нему мы получаем, что рейтинг Хабирова в республике выше, чем рейтинг Путина по всей стране. Вот. Это достаточно интересная знаковая ситуация, в общем-то, которую, наверное, получит продолжение, потому что тут требуется пояснение. В общем-то, в моей вот консалтинговой деятельности я с таким сталкиваюсь, чуть ли не впервые, когда рейтинг регионального лидера кратно или на порядок превышает рейтинг главы государства. В общем-то, достаточно интересный феномен, я думаю, что и стоит за ним наблюдать. Вот, это самое важное. Вы помните, наверное, в том числе и в ваших эфирах, Мурзагулов в том числе, говорил о запредельном рейтинге Хабирова, но не указывал источники. Вот сейчас у нас эти источники есть. Я думаю, что они требуют верификации, требуют детальной публикации. Как они поступят, я не знаю. Я же со своей стороны хотел сказать, что я, в общем-то, продолжаю такой достаточно объективный аудит общественно-политической ситуации в республике. Считаю, что это полезно. Ни в какие конфронтации я вступать в данном случае не хочу. Конечно, я считаю, что там по Башинформу неправильно поступили, когда не согласовывают и публичат то, что не требует публикации. Но это их дело. Они опубликовали, мне кажется, они поставили себя еще в большую опору. Потому что сейчас опора — это затруднительная ситуация. Сейчас нужно будет объясняться по рейтингу и так далее и тому подобное. Еще раз хотел повторить, публикация там ограничена фильтрами, она доступна только моим друзьям в Фейсбуке, и то не всем. Некоторых я исключил по тем или иным соображениям. Я считаю, что я имею на это право. Понятна ваша позиция. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое. Это был политолог Дмитрий Михаличенко, прокомментировал ситуацию с публикацией его поста, точнее данных из его поста на страницах Башинформа. Вчера этот материал вышел, я напомню. Ну что ж, в двух словах буквально скажу еще, что мы хотели взять в обзор прессы, но не успели буквально, Салават Фатхетдинов получил народного артиста Республики Башкортостан вчера. Поздравляем. Это событие произошло. 30-й сезон. Элвин Грей будет петь на конкурсе Салават Купере, по-моему, по-башкирски, сказал он, о смеси татарского и башкирского, пишет об этом Недель Реалии, и при этом он добавил, что он думает именно по-башкирски, поскольку это для него родной язык. Что еще добавить здесь из новостей? У тебя что было? Про дороги интересная информация, когда Ради Хабиров похвалил Ульфат Мустафина за то, что весна наступила чуть раньше, чем она, собственно говоря, пришла. Тут же в пику этому огромное количество материалов на разных ресурсах. Например, Уфа.рум, ufa-rum.ru вымыли улицу Ленина. Уфимец решил оценить, насколько чисто в более отдаленных районах города. И, каша из грязи и собачьих фекалий. Уфа умеет впечатлять. Именно так называется статья. ufa-rum.ru. Не знаю, на самом деле, насколько это... По поводу вычистил, конечно, наверное, тут и элемент объективности есть. Это на мой субъективный взгляд. Есть элемент объективности. Да, где-то снег действительно вывезен, на центральных улицах видно, что сугробы прям вывозили, когда снег начал таять. И таял снег довольно активно, не в пример другим мартом месяцам, когда в это время чуть ли не снегопады и морозы бывают. Но одна моя знакомая постоянно выкладывает каждый день в своем инстаграм о том, что купили дом в новом каком-то районе, в новостройке, и проехать к нему невозможно. И она постоянно отмечает и в Рио главы региона, и главу сити-менеджера нашего, и с просьбой обратить внимание, не знаю, обратили или нет, потому что каждый день она это делает. Каждый день она возвращается домой, и машина прям чуть ли не по окнам, в лужах, про асфальт я вообще молчу. Да, это прям новостройки, район, прям несколько домов стоит. А это в какой части города? Я могу, конечно, уточнить, сейчас навскидку не скажу. У нас не так много времени. В общем, кстати, у нас время и обзора прессы тем временем подошло к концу. Сейчас предложим вашему вниманию фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях нашего коллеги был Ярослав Шредер, человек с разными регалиями, предприниматель, меценат, политик, в конце концов. Говорили о внешнеэкономических связях республики в привязке к столетию нашего региона, который отмечался на минувшей неделе.
Да вот знаете, меня, как человека, тоже родившегося здесь, а здесь и живущего, честно говоря, меня коробит иногда наше неуемное желание понравиться потенциальным инвесторам. Мы вам и налоги щадящие, и землю вам удобно найдем, и все прочее, только приходите к нам. Насколько эта тактика правильная? Я почему все пытаюсь вас вот на эту тему вывести? Видите, у нас же есть достаточно успешный пример, когда мы показываем миру, что мы тоже не лыком шиты. УМПО, пожалуйста. Коммертаус вертолеты, пожалуйста. Болотохода для арктических войск, пожалуйста. То есть мы можем делать вещи, но с другой стороны, мы рады какому-нибудь Кроношпану, который соизволил у нас какое-то производство свое перетащить откуда-то с Австрии, по-моему, поставить у нас, и мы даже ему и место рядом с людьми живущими, рядом с Уфой, пожалуйста, только ставь. Насколько это правильная тактика для региона по созыву так называемых потенциальных инвесторов? Это в позе чего изволите? Нет? Я могу только свое мнение говорить. Вы знаете требования просвещенного Запада, вы знаете хватку исламского мира. Понимаете, в чем дело? Не надо никогда думать, что кому-то создавать какие-то особые условия. Конечно, законодательная база с того региона, куда идут инвестиции, очень важна для инвестора, который вкладывает туда свои деньги, выделяет свои деньги, он переживает за их использование и так далее. Но когда идет работа в ущерб экологии какого-то местного населения, это долго не сработает. Поэтому это тоже понимаю. Поэтому надо не просто так привлекать, мы вам дадим все, что вы хотите, а надо реально привлекать. Когда люди видят, что местная власть заботится о благосостоянии своего народа, они что же понимают, что с этой властью можно трудиться и работать долго. Но ведь у нас это не получается. Почему не получается? Мы постоянно, понимаете, если мы начинаем рекламировать свою республику, то это, пожалуйста, какая-то терра-Башкирия. Если мы зазываем к себе туристов, то это какие-то этнотуры, где вот на заднем плане юрты, кураи, малахаи, мед. Нельзя так к себе относиться, как к какой-то позабытой окраине. Мы цивилизованная должна быть республика. Мы должны относиться, в первую очередь, к себе с уважением. Мы должны дать понять тому же Западу и исламскому миру, что мы себя, в первую очередь, уважаем. Вот вспомните, начало 90-х, Таиланд, когда на первых туристов из России они смотрели с полупоклоном. Сегодня Таиланд, хотя и не такое же богатое население, но они дают всему миру понять туристам, что, извините, ребята, у нас есть свои законы, у нас есть свои обычаи, у нас есть президент, король, которого надо уважать. Здесь нет параллели, вы не видите. Знаете, я считаю, что республика, конечно, привлекать должна не только, как вы говорите, каким-то этносом, но это тоже нельзя забывать. Это очень красиво, когда ты показываешь, вот я в Эмиратах... Мы в этом этносе уже десятилетиями сидим, мужик, хватит. Все, продай, купи, курай, давайте юрты поставим. Мед, кстати, дорогой продукт мед, а мы направо-налево угощаем любого прибывшего. Знаете, вот в Эмиратах, в Дубае, там даже в таких больших отелях, как Шератон или еще там какие-то другие, стоят такие юрты, ну не юрты, а там кто где жили предки этих. Ну, этника. Да, этника очень присутствует. Это красиво, это хорошо, это правильно делать. Как один из элементов. Да, один из элементов. Конечно, один из элементов. А у нас же ведь это преобладает. Мы же только на этом пытаемся строить свою привлекательность. Я не думаю, что в нашей беседе я сейчас смогу вам все свои мысли высказать на эту тему. Они у меня, конечно, имеются. Есть просто люди не подготовлены. Надо же готовить людей, надо специалистов готовить, надо профессионалов иметь. А если их нет, что делать? Это упущение, это надо над этим работать. Ярослав Шредер был в гостях программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Полную версию программы вы можете посмотреть на нашем сайте эхо-mskуфа.ру, а также видеоверсию на нашем канале в Ютубе и на странице в Фейсбуке. А сейчас хотелось бы еще один вопрос обсудить, который вчера вышел в информационную повестку дня. Это штрафы за парковку на газонах, которые решил спустя 6 лет после первой попытки наш Курултай одобрить. Значит, речь о чем? Значит, во-первых, например, «Коммерсант» напоминает, что Курултай отреагировал на призыв Радия Хабирова увеличить сбор штрафов в 1000 раз. Речь о чем? Гражданин любой, физическое лицо за нарушение, за парковку на газоне будет штрафоваться на сумму до 2000 рублей, должностные лица до 10 тысяч рублей, предприятия и компании до 30 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы предлагается удвоить. Ну и тем самым, соответственно, Курултай планирует, во-первых, сбор штрафов увеличить, ну и, во-вторых, каким-то образом решать проблему, которая действительно, наверное, есть. Люди частенько паркуются на газонах, особенно это касается дворовой территории, там вот где-нибудь в Сипайлово, так газон там ничем не отличается, как правило, от проезжей части. Все машины стоят. И есть, действительно проблемы, потом с колесами эта грязь выходит на дороги, пыль и прочее, В конце концов, трава и цветы не растут. Но кто-то говорит, что, в общем, а куда деваться, потому что парковочных мест не хватает. В этой связи к вам, дорогие друзья, вопрос. Если вы
Считаете, что это правильное, отличное, своевременное решение? Штрафы нужно вводить за парковку на газонах, иначе порядок не наведешь. 262 72 47. Это ваш номер телефона. Если все-таки вы считаете, что это неправильное решение, и вот вы из тех, кто говорит, что сначала нужно парковки построить, обеспечить людей этими местами, и потом требовать от них того, чтобы они не парковались где попало. Ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, напомню, 262 72 47 это номер телефона для тех, кто считает, что введение штрафов за парковку на газонах на местном и региональном уровне это правильное решение. Я, кстати, добавлю, такие законы действуют в некоторых регионах России, но далеко не во всех. В частности, в Москве действует такое правило, да? То есть буквально эти регионы можно по пальцам пересчитать, по пальцам, и Башкирия в этот список вот решила войти. Правильное решение 262 72 47, неправильное, ужасное, несвоевременное, очередная драконовская мера 262 72 48. Ну, я считаю, что нужны, конечно, парковки. Единственное, что, знаете, нужно спасибо сказать всем тем, кто вот до этого города строил, в частности, про Москву. Это же очень старый город сам по себе. И тогда просто не думали, что будет вот такое количество транспорта, который надо ставить. Потому что в Москве, да, сейчас все парковки платные, был там недавно. Лютый ценник. Вот лютый, но люди вздохнули, сказали, ну спасибо, хоть так. Ну, в центре 280 рублей за час, насколько я помню, там сейчас тариф. Да. Вот. Но ведь в данном случае это речь получается о любой парковке, там, условно, да, в спальном районе в Сипайлово где-нибудь человек вот приезжает во двор, там вот эта вот проезжая часть, там 1,5 метра. Да, где не проехать, и не скоро, и не... Абсолютно, да. И вот вообще, в принципе, кармашков зачастую даже нет в старых дворах. Ну, кстати, к этой акции подключился известный художник Камиль Бузыкаев, он вчера с инспекторами ГИБДД сел в машину и вот предлагал убрать. То есть они находили машину, которая не так стоит, фоткали, уберите. А мы, кстати, с эфира ему вчера звонили, да? Чтобы это спросить. Итак, друзья, вам нравится идея штрафовать за парковку на газонах 262 72 47? Нет, вам эта идея не нравится 262 72 48. У нас 10 секунд, мы подведем итоги нашего довольно активного голосования. И цифры у нас, на мой взгляд, довольно-таки неожиданные получаются. Так. Нажимаю стоп. В последний момент цифры следующие. 42% за и 58% против. Большинство, но не абсолютное против. Спасибо вам, друзья, за активное голосование. Мы уходим на перерыв, новости, после чего вернемся в студию с гостем. В 7:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Строительство центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы потребует еще 45 миллиардов рублей. Деньги придется выделить из бюджета на расширение еще не построенной трассы. В противном случае она встанет в пробках, пишет газета «Ведомости». Проектом занимается госкомпания «Автодор». 2 года назад в ней говорили, что на строительство дороги уйдет более 300 миллиардов рублей. Но, как признала Счетная палата, окончательная смета неизвестна, а сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков. Полностью ЦКАД должно быть открыто осенью 2021 года. Пентагон готов выделить $1 миллиард на возведение стены на границе США и Мексики. Это сообщает телеканал CNN. Ранее Дональд Трамп хотел потратить около 8 миллиардов. Из-за отказа демократов в Конгрессе одобрить выделение средств, президент США ввел на границе режим ЧП. Это позволит использовать для строительства заграждений средства Министерства обороны. Организация американских государств осудила прибытие в Венесуэлу российских военных. В ее заявлении говорится, что Москва использует инструмент запугивания. Безрассудной эскалацией конфликта назвал этот шаг источник агентства Рейтер в американском Госдепартаменте. Ранее газета «Националь» сообщила о том, что в страну прилетели 2 самолета, в которых были доставлены около 100 военных и неизвестный груз. Президентом Венесуэлы власти России считают Николаса Мадуро, США и ряд других стран, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Теперь к другим темам. Казахстанский БТА-банк и власти Алма-Аты подали в американский суд на бывшего делового партнера Трампа. Они обвиняют бизнесмена Феликса Сеттера в причастности к отмыванию $440 миллионов. Деньги были похищены у банка и из бюджета Алма-Аты. В иске утверждается, что Сеттер лично организовывал встречи Трампа с одним из фигурантов этого дела для обсуждения возможных инвестиций в строительство небоскреба Трамп Тауэр в Москве, передает ТАСС.
Компания Warner Music впервые подпишет контракт с автоматическим генератором музыки. Это немецкое мобильное приложение Endel, которое создает композиции для определенного времени суток с использованием звуков природы. Первые альбомы получили такие названия, как «Ясная ночь», «Облачный день» и «Туманное утро». Как пишет британская газета Guardian, всего будут записаны 15 альбомов для прослушивания в дороге и релаксации. О погоде в Москве сейчас -1, в течение дня от 4 до 6 градусов тепла, облачно с прояснениями и небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Портал Башмедиа со ссылкой на собственные источники сообщает, что в лишенном лицензии Роскомснаббанке оставались деньги, собранные Уфа-водоканалом с должников за воду и водоотведение. По разным данным, эта сумма составляет от 320 до 370 миллионов рублей. Издание отмечает, что в прошлом году предприятие наняло агентство по юридическому сопровождению судебно-претензионной работы. Обязательным условием сделки между водоканалом и агентством стало открытие счета в Роскомснаббанке, куда в итоге перечислялись средства должников. Ранее СМИ сообщали, что Уфа-водоканал открыл счет в банке за несколько дней до отзыва у него лицензии. На минувшей неделе стало известно, что руководитель Уфа-водоканала Ильяс Гильмудинов был отстранен от должности на время проведения служебной проверки. По официальным данным, причиной проверки называют хозяйственную деятельность предприятия. Совет по правам человека намерен обжаловать отказы властей Башкирии на проведение митингов. Вчера на встрече делегации СПЧ с активистами и членами Общественной палаты Башкирии об отказах рассказали координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и правозащитница Альмира Жукова и Рамиля Саитова. По словам Чанышевой, за год штаб подал около 800 уведомлений о проведении митингов, но ни одна заявка не была согласована. Журналист Рамиль Рахматов, в свою очередь, отметил, что в республике невозможно согласовать 99% непровластных митингов. По его словам, правительство каждый раз отказывает, ссылаясь на ранее поданные уведомления о других акциях. Представители СПЧ предложили активистам передать им все сведения об отказах, а также предоставить список организаций, которые якобы подавали свои уведомления раньше активистов. Эти данные СПЧ намерен отразить в итоговом отчете работы Башкирии. Руководство Уфимского института МВД начало служебную проверку после сообщения о том, что двое курсантов попытались украсть одежду из спортивного магазина в ТРЦ «Планета». Как сообщает портал Уфа-1 со ссылкой на пресс-службу вуза, по результатам проверки будет принято решение о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Курсанты будут уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Ранее сообщалось, что 24 мая двое первокурсников пытались вынести из магазина одежду и кроссовки общей стоимостью более 18 тысяч рублей. И в завершении выпуска о погоде. Уфе сейчас ясный, +1, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Елена Черкова, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем разворот на Эхе Москвы в Уфе. В студии сегодня Денис Ганиев, Руслан Валиев, Александр Егошин и наш гость. Да, мы с гостем. У нас в гостях историк Рамиль Рахимов. Здравствуйте, Рамиль Насибулович. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. 100-летие республики, которое отмечалось особо пышно или не пышно, это мы сейчас еще выясним, да, на прошлой неделе, так или иначе вызывает вопросы. Наша аудитория ждет, я думаю, от нас информации дополнительно по этому празднику. Вот на ваш взгляд, согласны ли вы с мнением тех экспертов, которые говорят, что 100-летие республики у нас проходит незамеченным? Здесь я не согласен. Почему? Потому что люди рассуждают, опять-таки, в представлениях прошлого, о неких таких представлениях о том, как должен быть праздник. Это один какой-то день, там все именитые, неименитые гости приглашены, народ, там, кстати, участвует где-то какие-то подходы такие. На самом деле это не так. Он изначально и праздновался, что этот юбилей будет идти в течение года. 100-летие республики — это, в общем-то, праздник достаточно большой. Он пролонгирован будет в течение года на разных мероприятиях, и они все будут идти под рамкой столетия. И они, кстати, начались концертом еще в Москве, если мы с вами знаем. И, соответственно, большинство мероприятий, которых вот я знаю, например, и детские конкурсы и прочее, это все столетие республики. Во-вторых, мы будем праздновать столетие Мустая Карима, народного, известного поэта, народного поэта Республики Башкортостан и в России известного. Это тоже столетие республики. И я так понимаю, что как бы торжества в конечном итоге завершатся Днем Республики, вот столетие Мустая Карима. А в течение года запланирована большая линейка выпуска, например, печатной продукции, это альбомы различные, книги, это тоже к столетию, и, соответственно, большое количество художественных мероприятий, и творческих концертов каких-то, это все к столетию. Поэтому там, еще не забудем, еще есть программа сдачи объектов архитектурных, каких-то строительных. Вот. Так что, я думаю, юбилей только начался. Угу. Я почему все-таки и от себя этот вопрос тоже задаю. Вспоминаю 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав России. Тогда все-таки была отдельная дата с визитом первых лиц, с перекрытием улиц, вот это все. Ну да, это я помню, потому что мы ее тоже готовили. В принципе, я вообще считаю, что надо всегда отмечать, ну, это мое мнение личное, и никогда его не прислушивается, не саму дату, вот 100 лет, вот 450 лет мы вошли, а надо отмечать, ну, вот понимаете, как вот супружеская пара. Ну, что отмечать? Свадьбу, что ли? Ну, свадьба только начало ведь творческого, жизненного, семейного пути. А надо отмечать, в принципе, всю жизнь. Люди вместе жили много лет, вырастили детей, имеют дом там. И, соответственно, вообще надо отмечать вот этот промежуток столетия. Что было за 100 лет? Надо рассматривать проект в большом варианте. 100 лет назад был дан толчок вот к тому, что сейчас мы видим, да? А это, конечно, очень важно, это надо изучить, и историки, вот у нас был большой форум международный научный, мы об этом говорили, приехало много гостей, но в целом мы рассматривали еще и советский опыт большой, и постсоветский опыт у нас уже почти что 30 лет скоро ему будет, да? Это тоже уже история, это эпоха, надо это изучать и получать из этого некие такие уроки. А 100 лет или 102 года назад? Вот вам какая дата ближе? Опять же споры есть. Насчет здесь года. Споров нет никаких, потому что историки все знают. Иногда люди в сетях там пишут, что вы с вами 19-м годом было, 17-й год. На самом деле это лукавое рассуждение. Никто не запрещает, никто не говорит, и все это знают, и у нас ученые об этом говорили. Конечно же, в 17-м году, в декабре, башкирский Курултай, легитимный, кстати, избранный народом, там были представители всех народов, и башкирского народа в первую очередь, и он объявил о создании башкирской автономии. Это совершенно верно. Но башкирскую автономию в декабре еще не признавал никто, но там началась, по сути, гражданская война. Если говорить дальше, то башкирское правительство советской властью, в общем-то, преследовалось. Были расстрелы, мы с вами знаем людей. А потом башкирское правительство вообще было арестовано. И лишь весной их освободили оренбургские казаки, сделав налет на Оренбург, Дутово. И реально башкирское правительство начало вот настоящую свою работу уже ближе к лету. В Челябинск оно переехало 18 года. И да, оно было в каких-то контактах с другими правительствами оренбургских казаков, там Камучевское, значит, сибирское правительство. Но вся вот эта работа, она началась только летом 18 года. Если мы будем говорить, тогда что, с 18 года, когда реально, вот было объявлено, да, в декабре 17 года, совершенно верно, реальная работа началась летом 18 года, была создана армия, это все правильно. Значит, башкирское правительство там участвует в всероссийском совещании, ну, переговоры идут, все хорошо. Но мы говорим 19 год, почему? Потому что было принято соглашение между советским правительством и башкирским правительством, как существующее, это равное соглашение равных субъектов, да, и о том, что оно входит уже в состав РСФСР, как автономия,
И, собственно говоря, потом неразрывно идет автономия. Поэтому 19-й год, ну, вполне понятная дата. Вот здесь мы говорим о неразрывности существования. Мы ведь с вами декларируем тоже российское государство, там Рюрик основал когда-то, да, там в 9 веке, там, в 10 веке, так? А что мы говорим? Ну, российское государство мы с вами все равно оцениваем со времен там Ивана III, когда оно уже стало государством, так? Нет разногласия. А у меня вот вопрос по поводу празднования, хочу к ним вернуться. Вот смотрите, а что будут вспоминать? Ну ладно, мы люди взрослые, где-то увидели информацию, что вот 100 лет, там знаем. А что будут вспоминать наши дети? Почему, коль скоро мы говорим постоянно о том, что мы должны стать центром притяжения туризма, гостей и так далее, у нас, ну, элементарно ни флажков, ни баннеров, вот никакой информации о столетии я лично в Уфе не видел. Более того, я сейчас проехал практически всю Башкирию, все районы, я нигде не видел, ну вот какой-то ярко... Ну вот что вспомнить потом, да, я, например, помню 450 лет присоединения, я помню тысячелетие Казани, да, ну вот что прям ярко вспоминается, юбилей Москвы вспоминается, а здесь... Вот с чем связано? Наглядной агитации никакой, да, вот почему? Ну, вот я думаю... Мой сын не знает, что 100 лет Башкирии. Я думаю, на самом деле это тоже не совсем так. Во-первых, если включить наше телевидение, вот, по крайней мере, БСТ есть там плашка. Мы вот это слышим, и 100 лет, значит, 100 персонажей исторических, которые большой проект БСТ делает, и, кстати, замечательно делает, это все готовится и выпускается, это все нормально. Все время у нас пресса, собственно говоря, тоже дает, если мы посмотрим там Башинформ или еще что-то. Если мы будем рассуждать о том, что, ну, не висят там баннеры и прочее, но если мы только вот начали отмечать, вот у нас толчок, он когда в субботу пошел, да, вот торжественное собрание, там, и, соответственно, концерт. 23-го. Да, 23-го. Но впереди целый год. Я так думаю, что сейчас, когда будет уже время, вся эта, кстати, символика какая-то и соответствующие какие-то баннеры, все это появится. Но здесь самое главное не переборщить, потому что, понимаете, когда вот все это висит, вот я как-то всегда вспоминаю советский опыт, там идешь по улице, все это серые дома и красные эти транспаранты. Но это же гордость берет, это же какой-то... Это уже приедается. Поэтому здесь, наверное, нужна какая-то золотая середина. Юбилей, но надо работать. Вот, скорее всего, так. Но все-таки основные-то вот массы, так скажем, вот они не в курсе. Да, основные массы не в курсе. А мы ждем ли, вот Руслан начал говорить о том, что приезд первых лиц, мы знаем, что 23-го прошло там грандиозное мероприятие в Конгресс-холле, да, с участием гостей. ГКЗ Башкортостан. Прошу прощения, да. Да, в Конгресс-холле был форум за день до этого. Был форум большой. Прошу прощения, да, но вот... А президент Путин не приехал? Да. Почему? Ну, я не сотрудник администрации президента Путина, я не знаю, там, какие планы есть у главы нашего государства, и, соответственно, ну, вот этот, кстати, ну, скажем так, почему он должен быть или не должен быть, это уже решают они, потому что праздник, да, ну, праздник субъекта федерации, конечно, он начинает череду праздников. Давайте не будем забывать, что через год будет столетие образования Татарской ССР, да, других республик, то есть мы как раз Башкирия начинает первой отмечать вот столетие вот этих всех республик, это все закончится когда-то в 22 году, когда мы будем говорить о столетии СССР. Кстати, я не знаю, будут ли отмечать столетие СССР. Другое дело, сейчас я вам просто хочу сказать, что существует общая такая, ну, подход, что ли, или политика, что вот эти даты столетние, я имею в виду в отношении руководства Российской Федерации, они часть истории. Они не должны становиться предметом неких таких споров в обществе или чего-то такого разводящего нас. Вот, ну, посмотрите внимательно, столетие, скажем, войны 12 года отмечалось серьезно, да, столетие начала Первой мировой войны впервые мы так отмечали. Ну, понятно, что годовщины Великой Победы, они отмечаются на высоком уровне. А вот столетие Российской революции, ну, Владимир Владимирович ведь высказался и так, и эдак, и порицал большевиков за многие огрехи, ну и сказал, что это все-таки великий международный опыт, да. Специального какого-то заседания, специальных каких-то, значит, моментов таких не было. То же самое было со столетием гражданской войны, которая прошла в прошлом году. То же самое было со столетием рабоче-крестьянской Красной Армии 23 февраля. Ее практически на официальном уровне никто не отмечал. То есть общее указание, что это уже дата истории. Дата нашей истории, вот пусть собираются историки, спорят, значит, говорят об этом, общественные организации об этом что-то рассуждают, но делать из этого некие такие празднества, это тогда будет означать, что мы берем, значит, свой отсчет современной Российской Федерации, истории Российской Федерации, опять-таки от 17 года. И получается, что мы опять из советского опыта. Здесь попытка отойти
от некого такого, значит, маркирования советского опыта. Он, конечно, включен, интегрирован в нашу жизнь, но сказать, что мы вообще-то наследуем древнюю, большую историю российского государства, и вот те юбилеи, которые проходят столетние, это вот часть просто истории. Я считаю, что это сделано в какой-то степени, может быть, даже принципиально, что это очень хорошо. Ну, приехал Матвиенко, в принципе, приехали губернаторы и руководители соседних наших регионов. Большое им спасибо за это. Соответственно, просто это уже история. Не надо педалировать внимание на нее, надо ставить задачи сегодняшние. Нам надо решать сегодняшнюю жизнь и ставить задачи на будущее. А правильно ли я понимаю, что все-таки позиция именно центральной власти такова, что общественная такая массовая дискуссия по поводу событий, вот как раз-таки столетней давности, по поводу большевизма и далее там событий 20-30-х годов, она не очень-то и нужна? И если это так, то неужели есть все-таки будущее у страны, которая, в общем... Не помнит своего прошлого. Да, не помнит и нормальной оценки не расставляет. На самом деле, нужна или не нужна дискуссия, об этом говорить бессмысленно, потому что если она нужна, она будет сама по себе. Это невозможно остановить, потому что общественная мысль, есть общественное движение, и взгляды историков, они, так сказать, рассматривают это событие, опираясь на новые источники, на новые подходы, они будут всегда. Другое дело, что здесь, мне кажется, неплохо получилось. Государство не пытается навязать свою точку зрения. Вот это очень даже хорошо. У нас, вот я говорю, например, о том международном научном форуме, который прошел 22-го в Конгресс-холле, были абсолютно разные точки зрения. Были точки зрения со стороны, так сказать, прокоммунистических таких взглядов, и никто не запрещал их высказывать. Были точки зрения так, историков, такие независимые. Были точки зрения с позиции исключительно там, значит, развития национального движения. Но ради бога, никто не запрещает, мы живем в демократической стране, никто не запрещает рассуждать. И очень хорошо, что государство здесь не навязывает, вот как, знаете, в советские времена, тезиса ЦК КПСС к очередному юбилею, как надо его проводить и о чем надо говорить. Мы сейчас свободны говорить, и это хорошо. Общество, на самом деле, проговаривает. И если посмотреть специальную литературу, скажем, нашу профессиональную, историческую, то идут хорошие дискуссии, выходит достаточно много интересных книг, они спорные, и есть, так сказать, разная поляризация идет, полная такая, есть разные точки зрения. Но в целом, конечно, историки находят такой компромиссный вариант, а в общественном мнении представители, ну, кто как понимает ее, понимаете, здесь людей заставить мыслить одинаково невозможно, и это не надо. Вот мы не должны превращаться в некую такую массу, которая под правильным лозунгом что-то понимает прошлое. Ну, смотрите, но ведь эти все книги, они для узких специалистов, а для масс, как говорится, у нас единый учебник истории, один взгляд на всю правильно, историю. Единый учебник истории должен быть, это совершенно верно, здесь никаких проблем нет. Он не единый. Учебников, на самом деле, если разбираться, их много, это целая линейка. Там есть культурно-исторический стандарт, историко-культурный стандарт, извините. Вот по учебнике должны быть вписаны в историко-культурный стандарт. Но он обсуждался всем обществом в течение большого времени. И, в принципе, он очень нормальный. То есть он достаточно емкий, он позволяет рассматривать ситуацию с разных позиций. Никто не запрещает вести дискуссию. Посмотрите учебники вообще современные, наши российские по истории. Там всегда предполагается дискуссия, предполагается то или иное мнение противоположное, чтобы школьник дал ответ на него. В принципе, у нас та линейка учебников, их не один, их много, по истории я говорю. Их достаточно, они хорошие, написаны хорошими авторами. Ну, есть где-то огрехи, конечно, это всегда бывает, есть какие-то немножко слабые места. Но в целом это неплохо. Не, ну вот я вспоминаю, я учился в Советском Союзе, чтобы мы не говорили про Советский Союз, в учебнике истории очень подробно, очень четко были описаны и царские времена тоже. То есть там не отрицалось никакое прошлое, и Владимир Мономах, и Иван IV. Но контекст там был абсолютно четкий, направлен, что все это было плохо, это эксплуататоры, и вот этого сейчас контекста как раз таки расширяли там границы государства, и Петр I, прорубивший окно в Европу и так далее. А сейчас получается, что 100 лет Первой Республики, ну и как бы ладно. Так, что ли, да? То есть, ну, для нас, ладно, я в рамках Российской Федерации там не претендую, но здесь, у нас, на нашей башкирской земле, да, это историческое событие, это серьезное событие в рамках нашего государства. А почему вот все-таки какой-то в проброс? Есть ощущение, что в проброс это все проходит. Это не совсем так. Во-первых, историческое событие, оно произошло, и оно не
вот оно не радикально изначально. Понимаете? Вот событие, оно случилось. Самое главное, причинно-следственной связи и последствия, что из этого события. Вот для меня ценен, и вот, кстати, это то, что мы мало изучаем в нашей республике, это грех наших историков, советский опыт. Он у нас очень изучен, так сказать, ну, под определенным углом либо прежних таких ленинско-марксистских позиций, либо там, может быть, даже с нигилистических позиций, либо с позиции национальной историографии, что тоже, в принципе, неплохо. Я не считаю, что это как-то что-то не так. А другое дело, взвешенного и более глубокого подхода к изучению вот, советского опыта нет. Почему? Потому что, я еще раз говорю, это толчок события 19 года, это начало. Там потом было много дискуссий. В 20 году здесь была целая, в общем-то, люди разругались в такой степени, что приезжал мирить Троцкий на своем поезде известном. Здесь были разные варианты, как будет развиваться республика. Там последствия были очень сложные. И в 20-е годы еще, ну ведь в 20-е годы шли дискуссии и в ЦК партии, там с Троцким дискуссии, с Каменевым, Зиновьевым, только нащупывался этот путь. Но толчок был дан, да, в 19 году. Поэтому столетний юбилей республики — это не самое главное, что произошло там в марте 19 года. Оно произошло. Вот что было потом и как оно происходило. А потом, вот смотрите, благодаря все-таки... Я не хочу вот делать так, что вот какие-то личности, вот там стоит такой-то человек, такой-то, там только Ленин или Сталин, или там Шариф Манатов, или Валиди, вот они там отцы-основатели. Это сказка. Это, да, они были лидеры, конечно, они возглавляли элиты, но их выдвинул народ. Вот поймите, все, что мы с вами вокруг видим, это построил народ. Да, пусть будет под руководством партии, пусть будет из-за там, сейчас там, может быть, по другим причинам, но это построили люди, создали вот эти богатства. Эти люди жили вместе и живут вместе. Эти люди представляли, как они хотят, у них были какие-то чаяния, надежды, и это самое это богатое, и самое дорогое вот это надо изучить, как это делалось. У нас ведь огромное количество, но давайте не будем говорить про героев Советского Союза, это, разумеется, мы героическая республика, но огромное количество трудолюбивых людей, героев соцтруда и просто трудолюбивых людей. И вот хотелось бы всегда показать людей, народ, который это созидал. Смотрите, вот вы упомянули источники, да, в одном из своих ответов, и у меня тут вспомнилось, вот на днях буквально прошла информация, что ФСБ не готова открыть доступ к уголовному делу Колчака Александра, да? То есть, и вот как бы опять же люди спрашивают, а почему? То есть, почему не хотят открыть? Может быть, не хотят, опять же, каких-то дискуссий дополнительных? Там дискуссий не будет, потому что по делу Колчака, во-первых, было очень много публикаций, оно практически все, само дело Колчака, допросы его, следственной комиссии, материалы, они были опубликованы в 20-е годы. Они все доступны, можно скачать в интернете в PDF, можно взять в библиотеке, это не секретная литература. Все, что по Колчаку есть, и другие документы параллельные, а их очень много. Достаточно много, они все открыты давно. Дело Колчака в архивах ФСБ — это дело уголовное, которое было связано с тем, что вот, он был там объявлен что-то. Оно несколько своеобразное. Я его не видел, поэтому тоже, как говорится, высказывать какие-то суждения о том, чего не видел, я не могу. Но это дело не открывает какие-то тайные истории. Это дело не проливает... Это все уже давно изучено, все понятно. Это, в принципе, историки уже разобрали, и хорошо. Другая проблема, что ФСБ рассекречивает дело, но оно не обязано его выкладывать на всеобщий доступ. Оно просто через какое-то время, так сказать, будет там очень сложная система архивная, будет выложена на доступ, специалисты будут знакомиться, те, кто смогут прийти в архив, у нас архив открыт, там, по документам, все это можно будет посмотреть. Но это не то, что там какие-то такие страшные секреты или нечто такое, что вот если мы это прочитаем, перевернутся наши взгляды на прошлое. В целом мы знаем, что происходило. Угу. Вот еще одна тема, да, упомянули, что в этом году помимо столетия республики еще столетие Мустая Карима. В конце прошлого года довольно-таки бурно шли обсуждения о том, каким именем назвать Уфимский аэропорт, да, шли голосования, и, в общем, много копий сломано. Мустай Карим, конечно, лидирует. Вы как вот можете прокомментировать вот это противостояние общественное вокруг кандидатуры Мустая Карима и Мусагареева? Здесь понятно, я участвовал в этом обсуждении. Почему? Потому что я возглавляю региональное отделение Российского военно-исторического общества нашей республики, и мы на своем заседании, мы, в общем-то, выдвинули кандидатуру Мусагареева. Мы выдвинули это совершенно с четких позиций, не то, что он там дважды герой. Мы выдвинули позицию, что он связан с аэропортом, с Башкирией, потому что здесь долгое время жил. Он человек,
крестьянский паренек, который загорелся мечтой о небе, и он ее осуществил. Человек сделал сам себя. Понимаете? Это нечто. Он мог стать гражданским пилотом, но война, он стал военным пилотом. Но это человек, который был влюблен в небо и поднялся в небо. Вот это невероятный скачок, это пример того, что может сделать человек. И я застал Мусу Гареева, слушал его живьем выступление. Это был очень веселый, прекрасный, хороший человек. Ну, кстати, пример хорошего семьянина. Да? Я просто знаю его сына и, в общем-то, знаю историю Мусы Гареева. Ну и, понятно, авиация. Мы хотели, чтобы аэропорт был назван. Но общественное мнение, люди, так сказать, разные представляют. Здесь было не совсем верно настроить дискуссии. Мы, наверное, еще не готовы. Вот у нас есть инерция, опять-таки, советского мышления, что надо личность, но здесь должна быть ведь личность, которую мы даем. Это как вот дискуссия с Терра-Башкирией. Понимаете? Что за Терра-Башкирия? Да что мы не знаем. Терра-Башкирия — это вообще продукт внешнего пользования. Это для рекламы республики там. Не надо его вывешивать здесь. Его надо вывешивать в Москве или там во Владимире, или там, я не знаю где, в Нью-Йорке. Понимаете? Это специальный бренд. Мы можем брендировать Башкирию по-своему здесь, а это бренд для внешнего пользования. Это нормально. И то же самое аэропорт называется. Он дается, конечно, для внешнего пользования, чтобы было представление. Но Муса Гареев — герой войны с нацизмом. Для любого европейца, там, жителя всего мира, это будет понятно. Это молодец, герой. Ну, то, что он летчик и все такое. Здесь мы исходили из этого позиции, что здесь все совпадало. Другое дело, что у нас люди хотят вот очередное вот своего больше человека, своего республиканского, значит, представить и дать. Я вообще считал, что, конечно, более благозвучные, просматриваемые, хорошие бы имена были, которые ассоциировали бы Башкирию и вот в аэропорту. Это, конечно, наверное, Муса Гареев, Мустай Карим и Аксаков. А как вам кандидатура Рудольфа Нуреева? Говорили, что это самый известный все-таки башкир в мире, если говорить про мировой масштаб. С Рудольфом Нуреевым здесь ситуация очень проста, потому что он начинал профессиональную карьеру на сцене нашего Башкирского театра оперы и балета. Это, разумеется, так. Но с Башкирией он не был связан. То есть это человек все-таки другой конфигурации, скажем так, в культурном плане. Он был связан с другими. Он известен там, в общем-то, больше как танцор Мариинки, потому что он оттуда ушел, да. Вот. И поэтому это несколько будет притянуто, понимаете? И Нуреев, и Башкирия, это вот... Он, да, начинал здесь, и Шаляпин здесь начинал, вот понимаете, и что? И Довлатов здесь был, мы так можем сказать. Здесь был Платонов, писатель в годы войны. Тут много кто был. Но вот именно связанных с Башкирией и как-то более известных, ассоциируемых, наверное, все-таки Нуреев здесь не совсем бы смотрелся, и это было вполне понятно. А у вас есть информация, почему все затихло? То есть в итоге как бы голосование итоги подвели, а переименования нет? Я считаю, что это надо спросить у организаторов вообще всего голосования и у структуры аэропорта, как это механизм будет реализации. Потому что одно дело что-то сделать, мы ведь с вами знаем, что потом идет некий механизм. Вот у нас человек родился, а свидетельство о рождении он же не сразу получает. На третий день. Но там есть промежуток времени, когда можно прийти его получить, понимаете? То есть есть какой-то механизм, надо принести какую-то справку. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Самое главное, благодарим бюджет нашего гостя, историка Рамиля Рахимова. Спасибо всем, кто был с нами, и до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.